Управление антикоррупционного декларирования при Министерстве по налогам и сборам заработало в апреле текущего года. Оно было создано в целях реализации закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами, который был принят 20 февраля 2020 года и вступил в силу в июле 2021. Управление приступило к выполнению трудовых обязанностей после конкурсного отбора кадров и этапа стажировки. На сегодняшний день наше управление занимается приемом деклараций с дальнейшим изучением достоверности фактов, изложенных в декларациях. Также мы предоставляем доступ организациям по внесению деклараций в базу. Первый этап декларирования за отчетный период 2020 года был завершен в начале августа 2021. На текущий момент ведомство находится на очередной стадии декларирования за отчетный период прошлого года. Если говорить о выполнении требований декларирования, то результаты оставляют желать лучшего, говорит Рустам Отарба. К примеру, ранее 351 организация не сдала и не опубликовала декларации в срок. Одной из причин являлось то, что закон новый. И, может, уведомление организации было не на должном уровне. Стоит учитывать, что реализация данного закона она началась в сравнительно короткий период. То есть, как всем известно, закон вступил в силу 1 июля 2021 года. То есть у Министерства по налогам и сборам, в частности, был всего 1 месяц на принятие деклараций, но они провели колоссальную работу по приему деклараций на бумажном носителе за такой короткий сравнительный период. На сегодняшний день у нас ситуация более благоприятная, этому способствует и техническое обеспечение, и уведомление соответственной организации. По истечении этапа декларирования все данные, указанные в декларациях, будут проверяться на достоверность информации, изложенной в них. Проверка будет происходить посредством запросов соответствующей организации, обладающей соответствующими данными. Когда новое управление антикоррупционного декларирования приступило к выполнению своих функций, выявились сложности, которые натолкнули на разработку нового алгоритма работы. Так появилась идея создания инструкции по разъяснению определенных нюансов заполнения. Инструкция содержит общие положения, также рекомендации по заполнению отдельных разделов деклараций. Также важно отметить, что декларация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата на соответствующий государственный орган заполняется непосредственно таким субъектом декларирования, как кандидат на должность в президенты Республики Абхазия, вице-президента, кандидат на должность депутата Народного собрания. Остальные приложения декларации, соответственно, заполняются иными субъектами декларирования. Инструкция также обращает внимание на пробелы в законе о декларировании, в котором не предусматривается освобождение служащего от представления сведений в период нахождения в отпуске или временной нетрудоспособности. По словам сотрудников управления, целесообразно заблаговременно отрегулировать время подачи декларации до момента истечения обозначенных законом сроков. Более подробно ознакомиться с инструкцией можно на официальном сайте министерства. Переходим в раздел «Документы», «Формы». Далее нажимаем на инструкцию. В целях реализации закона Министерством по налогам и сборам было разработано и запущено программное обеспечение для систематизации и публичного размещения информации на сайте ведомства. Однако база в первичном виде была непрактична в пользовании в силу ряда причин, говорят сотрудники министерства. В этой связи был разработан новый программный продукт. Здесь уже предусматривалась возможность для внесения полной декларации для самого кадровика. Для того, чтобы у нас были определенные работники, сотрудники, которые могли бы заходить, проверять, вести полный учет, составлять какую-то отчетность по этим декларациям. Также появилась необходимость и вот как раз предоставления иным ведомствам, в основном госструктурам, для того, чтобы они могли и со своим уровнем прав просмотреть эту декларацию и найти то, что им необходимо. Чтобы протестировать новую базу, в первую очередь были внесены данные декларантов Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам. В полном развернутом виде, с указанием всех частей приложения в соответствии с законом, все таблицы, это имущество, обязательства, в случае, если таковые есть расходы и так далее. Абсолютно вся информация в полном виде имеется в данной базе.
На сегодняшний день специалисты Управления антикоррупционного декларирования уведомляют представителей кадровых служб государственных организаций о сроках внесения декларации на официальный сайт МНС. Мы надеемся на еще большее понимание и активное участие в исполнении закона как со стороны декларантов, так и со стороны кадровых служб. Кстати говоря, закон их обязывает своевременному уведомлению всех декларантов о необходимости сдачи декларации вовремя. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем организациям и напомнить им еще раз о том, что им необходимо внести все декларации на сайт в установленном законом сроке, а именно до 1 августа текущего года. Любой желающий, будь то гражданин, представитель организации или иной субъект декларирования, может связаться с Управлением антикоррупционного декларирования по контактному номеру 907 97 03 или направить письмо на официальный адрес электронной почты, указанный на сайте ведомства. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.